Итак, добро пожаловать в пик Бишкек. Что такое пик Бишкек, да? Ну, хотелось бы рассказать пару слов о том, что испытано было мной самим. В 2005 году я поехал учиться в РУДН в Москву. Соответственно, я стал студенческим мигрантом, да, мигрантом по учебе. Часть обучения мне оплачивали предыдущие мои шефы с работы, большую часть обучения, проживания, питания и все остальные расходы мне приходилось оплачивать самому, соответственно, мне пришлось работать в Москве. Я стал настоящим мигрантом, да, и будучи мигрантом, я испытал все прелести миграции на себе, так скажем. Сейчас извиняюсь, коллеги, по-моему, у кого-то из вас очень активно идет шум, да? И, похоже, это Ислам у вас, я вас пока отключу шум, потом вы сможете обратно подключиться. Так, продолжу. И вот, будучи в Москве, соответственно, я стал искать работу. Я проработал в нескольких организациях, такой как 1С. В 1С я занимался продажей программного обеспечения. До 1С там было МВ, Тяньши, было новые телефонные линии, разные вот такие места работы, в которых я приходил наниматься работать как мигрант из Кыргызстана. На тот момент не было Евразийского экономического союза, соответственно, прием меня на работу был достаточно такой усложненный, да, соответственно, было много каких-то процедур. В некоторых случаях, например, при работе на сетевые маркетинги приходилось даже работать без разрешения с риском быть депортированным. И тем не менее деньги были нужны. Постоянно останавливали на каждой станции метро, естественно, проверять документы. При работе не все работодатели расплачивались. Да? Естественно, пока я не стал работать в 1С, было очень сложно. Поэтому что такое быть мигрантом, я себе представляю. Да? Практически изъездил все Подмосковье, был в каждом подмосковном городе, встречался с нашими ребятами, которые работали на стройке, да, пару раз приходилось помогать впрягаться в такую ситуацию, когда не выплачивали на стройке деньги, готовить заявления, бумаги определенные, жалобы. Все это как бы испытано на себе, да, что такое быть мигрантом. Поэтому, когда я закончил обучение, я не стал оставаться в Москве, хотя к этому времени работал в 1С, получал тогда я по деньгам 2007 года что-то около там 2,5-3 тысяч евро, да, это, ну, там сдельная зарплата была, некоторые месяцы $400, некоторые и 2500 евро, да. Соответственно, как бы мог бы и остаться, да, но не захотел, а захотел вернуться на родину, захотел развиваться здесь, делать дело свое здесь, да, то есть либо строить карьеру, либо делать бизнес. А когда я вернулся в Кыргызстан, здесь и мне до полугода не мог найти здесь работу, потому что здесь не было никаких организаций, никаких проектов, которые могли бы помочь мне адаптироваться как учебному мигранту, да, или трудовому мигранту к рынку Кыргызстана. Соответственно, до полугода пришлось мыкаться, стучаться в разные двери, получать отворот-поворот, перебиваться на случайные заработки, и потом через полгода кое-как работу нашел, да, а затем понял, что нужно делать свое дело. И в тот момент, когда я понял, что надо делать свое дело, тоже опять не хватило знаний, не хватило организаций, которые могли бы бесплатно или пусть даже платно, да, обучить меня, как это дело здесь в Кыргызстане делать. Соответственно, это была большая боль, большие трудности, и крутясь, вертясь, кое-как в поисках себя, наконец-то нашел, да, чем заниматься, и стал здесь экспертом, да, по определенным делам. Это вот моя история миграции и возвращения в Кыргызстан. И тогда вот я подумал, было бы здорово, если бы была какая-то организация, НПО или даже школа, да, пусть даже надо платить деньги, чтобы там обучали делать бизнес на родине, не искать работу здесь на родине, а создавать самому себе работу, заниматься любимым делом и, соответственно, создавать рабочие места. Много лет спустя в Кыргызстане появилась такая организация, которая помогает мигрантам, которые возвращаются в страну,
получить определенные знания, как начать свое дело в Кыргызстане. И эта организация называется ПИК Бишкек. Что такое ПИК Бишкек? Да, ПИК Бишкек – это организация, где вы можете пройти акселерационные, преакселерационные программы. Что такое акселерация? Акселерация – это когда у вас есть идея, у вас есть бизнес, и вы начали делать первые шаги, и вам нужно его вырастить. Акселерация это помогает это сделать, специальные менторы, консультанты дают вам знания, да, для этого. У нас есть консультанты и менторы, которые со всего мира, есть и наши местные эксперты, есть и международные эксперты. У нас проводятся тренинги, семинары. У нас также есть партнеры, у которых в 160 странах мира есть свои знакомые бизнесмены, такая расширенная сеть знакомств. У нас есть электронная платформа для знаний мирового класса, и те, кто в нашей программе будет участвовать, пройдут через конкурс, они получат доступ к этой платформе, и там будет вся необходимая информация, да, для развития своего бизнеса. И также мы развиваем сеть с инвесторами, да, сеть знакомств с инвесторами, что означает, что в будущем, даже не в будущем, в ближайшем будущем наши выпускники, первая программа «Мигранты Шкер» первого потока, получат возможность познакомиться с инвестором, встретиться, договориться с ним, возможно, получить какое-то финансирование. Вот такая вот организация ПИК Бишкек. ПИК Бишкек создан при поддержке правительства Великобритании. У нас открытие состоялось 2 месяца, то есть в феврале 2020 года. И на его открытии участвовал посол Великобритании, официальное лицо Великобритании и Крымской Республики. Так, извиняюсь, можно выключить микрофон, да, пока, потому что шум прерывается. И мы уже провели свою первую программу IT-акселерации. IT-акселерация – это для компаний, которые имели идеи и начинали бизнес, стартапы в сфере информационных технологий. Да. У нас первый выпуск уже вышел, 10 компаний успешно закончили, и многие из этих компаний сейчас развиваются, и мы отмечаем их успехи, следим за ними с радостью. Также у нас прошла вторая программа, «Бизнес-рост» называется, в партнерстве с Университетом Центральной Азии. Здесь у нас выпустилось 19 компаний, 19 предпринимателей со всех регионов Кыргызской Республики в разных сферах экономики, они прошли вот этот курс. И уже после демо-дэй это у нас отчетный день, когда у нас выпускники демонстрируют свои выпускные работы, презентации про свой бизнес, уже 3 из них заинтересовались инвесторы, да, что не может не радовать, и надеюсь, что их начавшиеся переговоры приведут к определенным результатам. Также у нас участвовали на вебинарах, таких мероприятиях, тренингах менторы международного класса. У нас были те, которые в списке 10, да, в топ-10 диджитал-маркетинга, например, Уали Бен Мизян, да. Например, ребята, которые делали стартапы в Силиконовой долине, вот, например, Этьен Гилард и Стив Кале, да, вот такие вот организации, которые создали крупные финтех-стартапы. У нас в Центральной Азии это Абдулла Курбанов, вот такие у нас лекторы присутствовали. Также у нас был лектор из Силиконовой долины, который непосредственно привлекает инвестиции в стартапы, но пока он не дал разрешения использовать его лицо и имя в открытую, но те, кто будут у нас участвовать в технологических программах, в IT-акселерации, они получат доступ к нему и к людям, подобным ему, и, соответственно, смогут в дальнейшем участвовать, общаться с людьми, которые в Силиконовой долине поднимают стартапы. У нас проходили вебинары, особенно в период пандемии, коронавируса, когда многие компании испытывали кризис и нуждались в консультациях, как развиваться. Эти наши участники, бизнесмены, консультанты, профессионалы, эксперты, они дали свои советы. И вот особенно была у нас Наргиза Абдраимова, которая по юридическим вопросам, да, дала, как правильно организовать юридическую работу, когда идет вот этот коронавирус и ломаются отношения с партнерами. Да. Были у нас и финансисты, да, как правильно давать финансовую отчетность и при этом сэкономить на налогах. У нас Шелкон Маша. Вот такие у нас были вебинары. Записи у нас есть на YouTube-канале. В Фейсбуке, если вы подпишетесь на наши социальные сети, вы можете получить доступ ко всей этой информации. Да? И пересмотреть их вебинары, соответственно, я думаю, что те, кто начинает свой бизнес, им будет очень полезно. Также у нас недавно прошел международный чемпионат мира по предпринимательству. В нем у нас прошла на национальном уровне, да, отбор, и на национальном уровне компания Optim Trade выиграла.
и будет представлять Кыргызскую республику в этом мировом конкурсе. Уже где-то ближе к зиме конкурс подойдет к финалу, и будем надеяться, что Кыргызстан выиграет в этом международном конкурсе. И в будущем, если вы создадите после участия в нашей программе стартап, вы можете тоже подавать на следующий год, на 2021, и буду надеяться, вы будете выигрывать. А также у нас есть программа, да, партнерства с организацией, которая называется Университет Кембридж, бизнес-школа Джаджа. В бизнес-школе Джаджа есть программа Ignite. Организации, те, которых мы рекомендуем, наши выпускники, могут попасть на эту программу и пройти недельный такой интенсивный курс инкубации и акселерации, да, обучения бизнесу. Причем это обычно проводится в Лондоне, обычно мы посылаем за наш счет в Лондон, да, нашего представителя. А в этом году из-за пандемии было онлайн, но когда пандемия будет побеждена, опять это будет проходить в Лондоне. Да? Также коротко о наших партнерах. Да? Наш проект реализуется DAI Европа, это DIA, организация, которая выполняет подобного рода проекты. Также нашими партнерами является американский стартап-акселератор-инкубатор Venture Hive, International Alert из местных организаций Бизнес-эксперт и Университет Центральной Азии, и Университет Кембриджа, точнее бизнес-школа Джаджа в Университете Кембриджа. Это наша команда. Вот меня зовут Искендер Шашеев, директор, да. Это Данияр Усенов, программный менеджер, Назгуль Токтаназарова, наш администратор офиса, и Эльмира Алмасканова, специалист по связям с общественностью. Под нашими именами написаны бренды, с которыми мы уже успели поработать за нашу карьеру. И я думаю, что когда коронавирус будет побежден, мы с вами с радостью увидимся в нашем офисе. Вы можете приходить. Он у нас расположен по улице Тохтугула, 125/1. Как только нам разрешат делать массовые мероприятия и вопрос коронавируса будет снят полностью, офис будет открыт для вас. Подписывайтесь по данным QR-кодам, вы можете сделать скриншот или если вы смотрите с компьютера, можете сфотографировать, зайти через программу чтения QR-кодов на эти наши странички и подписаться. А если вы подпишетесь, поставите колокольчики везде, вы будете получать информацию о том, какие у нас новые анонсы, новые программы, новые, возможно, мы наших партнеров программы публикуем, там у нас бывают и грантовые новости, да, все эти данные будут вам поступать. К тому же мы вам будем, после того, как вы подпишетесь на нас, высылать на почту информацию время от времени по нашим новым программам. Спасибо за внимание. Вот это в целом про ПИК Бишкек. Да? Сейчас вы можете задать про ПИК Бишкек, именно про ПИК ваши вопросы, если вас что-либо интересует. И дальше мы перейдем к Данияру и Эмилу. Есть ли у вас вопросы по ПИК Бишкек, уважаемые участники? Так, ну ждем секунд 10. Так. Если нет, то тогда я хотел бы пригласить Данияра. Данияр, вы на связи? Да. Звук есть, да? Да, звук есть, отлично, картинка есть. Уважаемые участники, Данияр Эмил расскажет о программе «Мигрант Ишкер». Данияр, пожалуйста, представьтесь, и слово вам. Всем добрый день, зовут меня Данияр. На данный момент мы сейчас являемся партнерами ПИК Бишкек. Именно в рамках проекта по Ишкер Мигрант мы сегодня расскажем вообще, как все проходило, мы расскажем о наших кейсах, как участники вообще проходили, какие они получили результаты. Я еще расскажу вообще о самой программе, то есть о самих курсах, вообще как они проходят. Надеюсь, тут еще есть участники, те, которые у нас проходили. И в конце у нас еще выступит одна из наших участниц. И вы тоже можете задать ей вопрос лично, либо здесь через Zoom. Зовут меня Данияр. Опыт предпринимательства уже более 5 лет. Мы в свое время занимались очень много разным направлением. Это анимация, IT-технологии, это продажа спортивных оборудований, это
Чем только я только не занимался. И разными услугами. Но именно приходит тот момент, когда вы, занимаясь много чем, у вас задается вопрос, а чем я буду заниматься всю жизнь. Да? И вот в свое время у меня настал момент, когда мы очень много, ставили цели и их реализовывали, но удовольствие от того, когда ты занимаешься чем-то не своим, ты получаешь его еще меньше, а вопрос именно, кстати, дела жизни, он возрастает еще больше. Мы тогда в свое время, кстати, с командой остановились и сказали, что нужно выбрать одно дело. В тот момент мы понимали, что развитие человеческого потенциала для нас это было очень, кстати, и новым, и одновременно и интересным. И тогда мы решили просто это дело попробовать, насколько это дело развивать человеческий потенциал для нас является тем делом жизни, на котором мы хотя бы можем посвятить там лет 10 своей, да, то есть времени. Попробовали, у нас все хорошо получилось. На данный момент мы уже обучили более 10 тысяч человек, организовали очень много разных курсов, очень многие люди, более 2000 человек открыли свой собственный бизнес, они до сих пор работают, нанимают людей, платят налоги, развиваются, открывают новые филиалы. Сейчас на данный момент мы делаем очень много разных других проектов, именно связанных с развитием человеческого потенциала, также с развитием самих бизнесов. То есть, когда мы поняли, что обучение как формат бизнеса для нас является не окончательным, а именно оно является таким, сказать, трамплином для других наших проектов. И сейчас у нас есть услуги по онлайн-бухгалтерии, есть услуги по рекламе, по маркетингу. И в дальнейшем мы сейчас еще будем реализовывать ряд проектов, которые направлены на малый и средний бизнес. Это я говорю к тому, чтобы я перед вами имел моральное право выступать на тему развития именно предпринимательского навыка. Сам проект «Ишкер Мигрант», он вообще о чем, да, то есть и по какой причине мы советуем, да, то есть вам его пройти, именно для тех, кто хочет открыть свое собственное дело, либо для тех, кто уже открывал, но у него особо не получалось, для тех, у кого нет идеи, но он желает открыть свое собственное дело, либо для тех, кто уже открылся, но не зарабатывает на своем бизнесе так много, как ему хотелось бы. Это именно для тех. И перед чем, как рассказать программу, мне охота рассказать именно про двух людей, которые прошли именно этот курс «Ишкер Мигрант» и сделали очень такой хороший результат. Их у нас есть история около 30, но у нас не так много времени, я просто расскажу про двух из них. Одна из историй, его зовут Талант, он работал, изначально он был в Москве, он работал в шоколаднице, это была кофейня, он был официантом, он потом с официанта перешел на баристу, и долгое время он там, если не ошибаюсь, работал управляющим одной из точек. Там он женился, завел семью, но у него было очень такое, кстати, большое желание приехать сюда и здесь работать. Как не прийти, то есть, куда бы ты ни уезжал, то есть, он сам говорил, что
хочется по-любому, кстати, вернуться на родину, и еще лучше, если он будет здесь, кстати, развиваться, и здесь зарабатывать и решать вот эти, кстати, финансовые вопросы. А придя к нам на курс, у него вопрос, чем он будет заниматься, не стоял. Он сразу сказал, что я хочу открыть кофейню. И мы долго думали, как он будет этим вообще заниматься. Общаясь с ним, то есть мы поняли ему то, что ему нужно вообще взять одну любую точку в городе, да, то есть та, которая, то есть, имеет шанс на развитие, да, то есть было важно понять для него, чтобы познакомиться со всеми поставщиками, со всеми людьми, кто сдает в аренду помещение, со всеми людьми, кто будет работать, так как бариста, да, то есть там, либо там другие, да, кстати, профессии. И мы выбрали одну из точек, это было на Киевская, если не ошибаюсь, Киевская Толок Молдов, когда он там взял одну точку, и он там стал экспериментировать. Очень долго он экспериментировал. Мы тогда очень разрабатывали разные форматы, как он может выходить на прибыль, как он может увеличить выручку. И его задача была вот именно вот этой зоне, где есть очень много офисов, сделать систему по доставке кофе в определенный момент времени. И тогда на тот момент, да, то есть у него вот такая бизнес-модель, она очень, была очень, стабильной. Он зарабатывал в тот момент, если не ошибаюсь, там, в день по 4-10 тысяч сом по выручке. Вот. И он его держал до определенного, до момента времени, когда случилось коронавирус, да, ему пришлось точку закрыть, потому что офисы уже не работали. Сейчас он разрабатывает другую модель. Он сейчас, у него есть знания, у него есть связи, у него есть определенный бюджет, на который он может сейчас очень четко развивать другую модель. По какой причине мне этот кейс нравится, так как человек тут долгое время жил в Москве, то есть, и находясь здесь, он познакомился с очень многими разными людьми, у него нет страха, то, что он здесь чужой уже. Он здесь уже свой, он знает всех, он может в любое время открыться. И сейчас он разработает такой формат заведения, где для него важно открыться так, чтобы он не закрывался, и даже в те моменты, когда государство говорит, что таким заведением нельзя работать. Вот, это, кстати, одна из историй. Вторая история – это про парня Тулюгон. Он долгое время проработал в Дубае, в обслуживающей сфере. И у него была идея такая, что через Дубай, оказывается, намного проще и легче улететь в Америку. Там получить, кстати, и работу, и, может быть, там, не знаю, если ошибаюсь, грин-карту. Бац, он говорит, что он нашел выход, как улететь в Америку, и он прилетел обратно в Кыргызстан, чтобы оформить все эти документы. И чтобы вот эти все документы оформить, ему нужно было бы подождать около 2-3 месяцев. И вот это, кстати, время для него, оно было пустым, свободным, и он увидел нашу рекламу по Чикермигрант, и он решил как бы к нам записаться. Мы на самом деле не знали, что он возьмет, то есть у него была, кстати, цель просто как-то бить время и потом взять и уехать. Если бы, кстати, мы бы об этом узнали, мы бы его, скорее всего, бы не приняли бы. И после этого он на первом уроке
когда мы... Çağatay'sınız orada birinci buğa giresin anam bu login paroldu жазып кетесиң деп. Орусча. Данияр, включите микрофон. Да? Да, вот, unmute. Ага. Звук есть, да? Есть, Алло. есть. Ага, все хорошо. Вот, и когда мы обсуждали на уроке, как найти свою идею, мы очень тщательно подходили к этому вопросу. Очень важно было найти ту идею, на которую он, во-первых, получает удовольствие, у него есть хоть какой-то опыт, и на этом можно зарабатывать. И в итоге мы пришли к тому, что он занимался изготовлением мебели из разных материалов, ну, зачастую из дерева. И мы с ним подумали, как мы можем эту идею раскачать. Мы просто взяли, написали вот эту его историю от начала до конца, что он мигрант, что он приехал в Кыргызстан, что он хочет открыть свое собственное дело, и это является там изготовление мебели, и его задача найти людей, клиентов. Когда он эту историю написал, всем разослал по Фейсбуку, она набрала энное количество охвата, и после этого у него были заказы до конца месяца. То есть у него на 1 месяц вперед были забиты заказы. Он даже не смог успевать их обрабатывать. Люди заказывали очень много. И когда заканчивался курс, то есть когда вот 1 месяц когда прошло, у него заказы были забиты, если я не ошибаюсь, то есть курс, когда он проходил, это было в марте, а заказы были забиты до конца осени. То есть столько было заказов, что люди были готовы ждать свою мебель, хотели ему предоплату, чтобы встать в очередь, что от такого, как сказать, наплыва заказа и восторга от людей, что он отменил свою поездку в Америку и решил здесь остаться. В итоге у него, он у себя дома сконструировал цех, такой, кстати, небольшой. Одна комната, это у него там, где все он там очищает, там режет. Другая комната, это вот где там мажет лаком, красит и все такое. А третья комната, это у него там целый склад разного дерева. И сейчас он там нанял двоих людей, которые делают всю эту, кстати, операционную работу. Очень была интересная история, когда он нам эту историю рассказал. Мы сами очень были удивлены, то, что он хотел уехать, потом бац, он отказывается, кстати, от Америки, говорит, что оказывается, и здесь тоже можно зарабатывать. И у него там, кстати, выручка там за месяц вышла там до 500 000 сомов, когда был вот этот весь охлыв заказов. Вот, то есть это как бы в целом об этих людях, кто прошел сам курс Ичкер-мигрант. Будет еще одна история про одну женщину, мать-одиночка. Она, то есть в тот момент муж был у нее, в тот момент был, кстати, вдали от нее, и она как бы сама одна, как сказать, находила способ, да, кстати, жить, находить средства. Но она скоро к нам подключится, сама свою историю все расскажет. Эта история очень тоже, кстати, интересная, и это человек, который сумел, так сказать, за всю историю Ичкер-мигрант сделать лучший результат по выручке. Там до 1 миллиона сомов она заработала во время курса. Так, об историях
в принципе, я, кстати, все рассказал. Сейчас я вам расскажу тогда чуть о самих курсах. Сам курс, он разделен на 6 недель. Каждая неделя, она выстроена так, чтобы вы могли легко войти вообще в эту колею под названием предпринимательство. Каждая неделя посвящена одной теме. Первая тема, она посвящена тому, как вы должны находить идею. Мы, как организаторы, да, ПИК и предприниматели, будем вам помогать очень эффективно из всех идей найти ту идею, на которую у вас будет удовольствие, возможность заработать, и самое главное, если будут провалы, не расстраиваться, а наоборот, научиться на этих провалах и заново встать. Очень большая ошибка в том, что люди, когда выбирают идею, они берут ту идею на основе, там, не знаю, как сказать, общественного, кстати, мнения, что эта идея очень, как сказать, востребованная. Как только они вот пытаются брать за ее реализацию, у них идут ошибки, они сразу пугаются и сразу эту идею бросают. Вот это самая большая ошибка, когда человек берет тот вид бизнеса, на котором он, извините за выражение, кстати, нифига не знает, как его реализовывать, он не получает от него ни удовольствия, но он знает, что от него можно заработать. Как только он ошибается, он сразу, кстати, его бросает. И мы считаем, что по нашему опыту, то есть, что человек, который занимается своей любимой идеей, на которой можно получать удовольствие и можно заработать, у него никогда не бросит, как минимум, в первый, во второй, третий раз ошибок он его не бросит стопудово. А после этого мы даем задание, где люди должны вот эту идею продать в течение одной недели. Они его продают, попытаются его продать, у кого-то это получается, у кого-то нет, да, то есть они приходят к нам на вторую неделю, и мы их там, у них узнаем вообще, какие у них были вообще трудности. После этого темой второй недели это будет тема про упаковку, то есть упаковка самой идеи. Упаковка я имею в виду не там вид материальный, а то, как человек, клиент воспринимает на ваш продукт. И тут мы начинаем с людьми, вот, с участниками, да, общаться, как продукт должен быть описан, как продукт должен быть упакован, когда человек видит его там услугу, там, не знаю, продукт, да, то есть что он должен там понять, почувствовать, что он должен сделать, да, то есть вот эти все вещи, смысловые, да, вещи, да, то есть разработать так, чтобы человеку было очень просто воспринять вашу идею так, чтобы он в конце принял какое-то действие. Опять-таки мы всех участников отправляем на домашку. Его задача стоит в том, что опять-таки пытаться продать, и он к нам приходит на следующую неделю, где мы его обучаем, как его же упакованный, да, бизнес-продукт либо услугу, как продвигать. Так, участники, если можно, ваш микрофон или организаторы. Да, заметил, стараемся. Ага, все, хорошо, ладно. Вот, и следующий шаг, это когда мы обучаем людей, чтобы они смогли свой продукт продвигать, рекламировать по интернету, по офлайну. То есть здесь я хочу, чтобы вы понимали, чтобы вы здесь не боялись. Да, может быть, для кого-то интернет-реклама это такое, там, не знаю, там, тема такая очень большая, и вы можете испугаться, да, но мы делаем все возможное, чтобы для вас вот такие непонятные темы в очень упрощенном виде рассказывать, чтобы вы могли его легко реализовать. И мы обучаем прям от начала до конца, как заходить, там, как там покупать, как заказывать рекламу за
дешево, да, то есть все эти вещи мы тут тоже берем, обучаем, то есть и чтобы вот здесь, кстати, чтобы у вас не было там сомнений, страхов, что у вас не получится, можете не волноваться. Вот. Следующий урок – это урок по продажам, то есть у вас есть идея, вы его упаковали, научились делать рекламу, то есть там на рынок, и когда вы делаете рекламу, у вас, конечно, будут много людей интересоваться и приходить там, узнавать там, что стоит, там, а какие условия, да? То есть в этот момент у вас идет коммуникация с людьми. Чтобы вот эта коммуникация с людьми прошла очень эффективно, урок номер 4 будет посвящен тому, чтобы как правильно с людьми общаться, как правильно людям продавать, и как сделать так, чтобы человек у вас покупал не один раз, а там 2 раза, 3 раза, или вообще, кстати, он у вас оставался, так сказать, на всю жизнь. Вот, и тогда у вас уже начнутся энные продажи уже, кстати, в более большом, кстати, виде. Опять-таки мы даем домашку на неделю, мы говорим то, что они должны продать там свыше 5000 сомов, где-то, может быть, там 20 000 сомов выручки за неделю, и вы это как бы идете, кстати, исполнять. Чтобы вы здесь понимали, да, то есть есть очень многие, кстати, моменты, когда человек идет исполнять свою домашку, то там выходят всякие разные, кстати, вопросы, и он из-за того, что боится и сомневается, что он не может сделать один, мы как команда организаторов совместно с СПИК вот в течение этой недели мы всегда готовы отвечать на ваши вопросы, помогать. Если вы чего-то там боитесь, вы можете сразу нам написать, мы сразу ответим, поможем, да, как сказать. Есть специальные дни, то есть если урок начинается в воскресенье, и мы вам даем бумажку на целую неделю, да, то есть, то по вторникам вы можете к нам записаться на индивидуальную консультацию, где мы разбираем именно, кстати, ваш кейс, где вы остановились, где вы не можете, там, не знаю, реализовать свое, там, кстати, задуманное. И исходя, кстати, из этого, то есть урок номер, то есть вот это по вторникам, она посвящена для того, чтобы закрыть ваши вопросы именно, кстати, индивидуального характера. По четвергам это тот день, когда приходит спикер, именно углубленный спикер по той или иной тематике, там, не знаю, это может быть по рекламе, по продажам, там, не знаю, по финансам. Он вам рассказывает и еще глубже, либо еще объясняет тот момент, где вы не поняли. Вот, то есть вот эти дни в течение недели в будние дни, да, то есть это для того, чтобы закрыть те вопросы, где вы остановились или у вас не получается реализовать ту или иную домашку. То есть мы делаем все возможное, чтобы домашка, которая была задана на основном уроке в воскресенье, мы создаем такие условия, чтобы вы не могли не сделать. То есть мы вам поможем по-любому, а тут, конечно, зависит от вас. Будете ли вы нас там толпить, будете ли вы нам звонить, да, то есть брать форму, как сказать. То есть мы, конечно, тут уже как бы идет и запрос и от вас самих. Когда уже неделя 4 проходит уже к концу, вы приходите на следующую неделю, там, конечно, будет неделя 5, она посвящена именно финансам, то есть финансам, показателям, цифры. То есть, чтобы вы понимали, каждый ваш шаг, он должен измеряться. Любой ваш шаг, он измеряется либо в деньгах, либо по времени, либо по эффективности, да, то есть, и все оно, и все вот эти ваши шаги, они измеряются, да, в каких-то цифрах, которые влияют на вашу прибыль. Исходя из вот этих данных, мы будем с вами выстраивать, так сказать, практические вещи,
из них находить, что работает, что не работает. То, что не работает, мы будем его убирать, то есть убирать все, что лишнее, все, что не работает, все, что негативное, и оставлять и сфокусироваться на том, что работает. Там, допустим, как сказать, мы сделали рекламу на Facebook и сделали рекламу, там, допустим, на сайт Одноклассники. Мы видим то, что очень много идут заявок с Facebook, и очень мало заявок идет, там, допустим, с Одноклассников. И расходы, они, кстати, в обоих местах одинаковые. И потом мы говорим, делаем вывод, окей, Одноклассники, все, я там не буду рекламировать, я лучше эти деньги, это время инвестирую, там, кстати, на Facebook. Это я вам просто говорю один из, да, то есть элементов по управлению, да, то есть своим бизнесом на основе вот таких простых данных, что помогает нам увеличивать, да, кстати, нашу выручку. Следующая неделя, она посвящена тому, чтобы понять вопрос, а чем я буду, то есть как мой бизнес должен быть через 2 месяца, через полгода, либо год, да, то есть это такое некое планирование, чтобы вы не сошлись с рельсов, потому что очень есть большая ошибка у молодых предпринимателей, когда их горизонт планирования, либо его нет, либо он очень, кстати, длинный. И мы как бы говорим то, что мы вот сидим, измеряем, то есть с нас способности, да, самих предпринимателей и берем тот горизонт планирования, который не даст ему сойти с рельсов. Когда у малого бизнеса нет планирования, да, то, к чему он должен прийти, то он быстро слетает. Когда он очень далекий, он тоже быстро слетает. Потому что он говорит, там у меня есть еще, кстати, очень много времени, там, не знаю, есть там еще, кстати, очень много, кстати, можно успеть много чего-то сделать другого, да, то есть, и исходя из вот таких, кстати, убеждений, он начинает как бы сходить с основных рельсов на дополнительные, что для него не является, кстати, важным. И там, конечно, будут вопросы по инвестициям, потому что очень важно понимать, если я там ставлю план, допустим, на полгода, там, не знаю, открыть точку в Фаше, там, не знаю, либо открыть новый филиал, там, Карпине, там, не знаю, еще в одном, да, то есть в городе. И я понимаю, что сейчас моих ресурсов не хватит, и я могу успеть реализовать вот этот план с помощью инвестиций, тогда мы уже начинаем вас учить, как писать этот план по инвестициям, чтобы вот этот план, кстати, реализовывать. И вот, то есть, и в итоге, то есть, что вы получаете? Вы получаете продукт или там идею, бизнес-идею, от которой вы получаете удовольствие, вы на нем зарабатываете. Эта бизнес-идея, она уже упакована, смысловые, да, как сказать, структуры. Вы знаете, что влияет на клиентов, на что реагирует клиент. Вы знаете, что вот эти ваши рекламные сообщения клиент понимает, для него это, кстати, важно, что не важно, вы тоже знаете. И все вот это вот эту всю упаковку вы научитесь рекламировать очень много, да, за малые расходы вы будете получать больший эффект. Потом вы научитесь, как этот поток заявок обрабатывать, то есть продавать, общаться, коммуницировать. После этого у вас появляются уже первые продажи, появятся те клиенты, которые у вас будут просить документы. Мы тоже их обучим, как легализовать свой бизнес в налоговой, да, то есть там в соцфонде, отком, да, чтобы никто вам там что-то там не предъявлял. По факту это очень простые вопросы. Очень многие пугаются, потому что у них есть там страхи, что их там, да,
откроют и все такое. После этого вы научились свой бизнес видеть в цифрах, там, свою, знаете, свою, кстати, маржу, себестоимость, вы знаете, сколько ваши расходы, сколько вам нужно зарабатывать в течение, да, одного месяца или потом одного года. Вы научились планировать там, на месяц, на квартал, на полгода, да, то есть, и поймете, нужен ли вам инвестор или нет. Посредством этого вы, конечно, вы научитесь общаться с разными людьми, вы научитесь общаться так и с клиентами, с поставщиками, с партнерами, с командой, с инвесторами. И вот этот, кстати, формат навыков, они будут уже у вас не только в теории, но и на практике, так как мы будем вас еще, как бы это плохо не звучало, но заставлять вас продавать уже в жизни, чтобы у вас были результаты уже не в теории в башке, да, как сказать, а именно на счету, да, то есть либо в деньгах, чтобы мы видели этот результат именно на лицо. Вот, то есть это вот в целом есть продукт Ишкер Мигрант. Людей, те, которые неэффективные, неответственные, я вам сразу говорю, общество таких людей не любит. Если вы хотите быть в том обществе, которое вас развивает, которое вас подтягивает, да, то есть которое вам помогает, их хочет вам помогать, они любят только людей ответственных, дисциплинированных и тех, кто отвечает за свои слова. Если вы будете не выполнять, опаздывать и делать другие вещи эффективные, то вот это участники, как бы, они, то есть мы будем их, можно говоря, их с группы дисквалифицировать, потому что мы хотим именно, нам не важно, кто вы, да, то есть нам важно, чтобы у вас было одно большое желание и намерение реализовать ваш собственный бизнес. Сам продукт, он и так идет для вас бесплатным, оно финансируется при поддержке правительства, кстати, Великобритании. И то есть здесь и так создаются очень, кстати, большие хорошие условия для вас. Я все. У меня еще есть минуты 7. Охота узнать, кто у нас здесь в сети. И мы можем, в принципе, поговорить, ответить на ваши вопросы и дальше уже переходить на другую сессию. Окей. Так, Искандер, я все. Если у кого-то есть вопросы, я могу уже на них отвечать. Если их у вас нету, то мы давайте перейдем тогда в процесс знакомства. Так, давайте мы начнем с Алтын Ашмалиева. Алтын Ашмалиев. Как вас, то есть, откуда вы о нас узнали и по какой причине вы хотите то есть, пройти этот курс? Чуть о себе, откуда, то есть, где вы были в миграции и по какой причине вы хотите пройти этот курс. Алтын? Так, пока Алтын там разбирается, тут кто-то открыл свой микрофон. Да, Алтын, вы можете открыть микрофон и задавать вопросы или отвечать. Зарина Туроева. Алло. Алло, да. Можете о себе чуть рассказать и сказать, по какой причине вы хотите записаться на курсы Ишкер Мигрант? Так. Здравствуйте всем. Значит,
Меня зовут Зарина. Узнала я об этой программе через рассылку, и эта программа как бы заинтересовала меня, потому что долгое время то есть по специальности я преподаватель английского языка. И 2 года назад по семейным обстоятельствам мы поехали в Японию. То есть по учебе мужа я поехала туда вначале по семейной визе, но поехав туда, я получила рабочую визу и начала работать опять в сфере преподавания. То есть я там тоже преподавала английский язык. И когда я уезжала, у меня было четкое видение, что когда я приеду, я бы не хотела работать обратно на кого-то. То есть я бы хотела открыть что-то свое, в своей же специальности, то есть в сфере преподавания, открыть либо какой-то учебный центр, либо же садик, поскольку у меня у самой тоже маленькие дети. Вот. Но эта идея во мне до сих пор живет. Конкретных действий я как такового не предпринимала. Были попытки набросить какой-то бизнес-план, но как-то это все остается на этапе планов. Вот. Мне нужен какой-то толчок, либо ментор, либо какая-то, эта программа, когда я увидела, я подумала, может быть, вот это оно, что мне поможет как-то начать. Окей. Меня слышно? Да. Звук есть, Зарина. У вас есть вообще, кстати, видение, то есть, какую бы идею вы хотели бы, кстати, развить на курсе? Либо у вас сейчас стоит такое полное, кстати, не знаю, затмение, то есть, чем вы будете вообще заниматься? Есть идея. На данном этапе я бы хотела открыть свой детский сад. Именно с применением каких-то японских методик, которые я увидела в Японии, так как то есть оба ребенка у меня посещали детский сад в Японии, и далее старший ребенок пошел еще в японскую школу. То есть на самом деле у меня очень много было инсайтов, как это можно сделать у нас. Но, то есть, конкретно бизнес-плана как такового у меня еще нет, но думаю, с вашей поддержкой, возможно. Это не важно. То есть, самое главное, у вас есть вообще такая идея, на которую, то есть, вы примерно понимаете. Окей, Зарина, вам спасибо. Вам спасибо. Надеюсь, мы скоро с вами увидимся. Если вы заполнили нашу заявку, то мы скоро вам позвоним и проведем интервью, и потом, если все будет хорошо, то вы будете у нас участвовать. Спасибо вам большое. Ладно. Вопрос от Ильнура Алмасканова. Вы можете включить микрофон, и можете его задавать. Здравствуйте, Данияр. Здравствуйте, Искендер. Я хотела задать такой вопрос. Если, получается, участник по критериям программы не проживает 2 года в Кыргызстане, каждый год прилетает в Кыргызстан, живя во Франции, и уже нацелен открыть бизнес, есть готовая бизнес-идея, открыть бизнес в Кыргызстане и уже приехать сюда навсегда.
скажем, вот через год уже есть такие планы, может ли такой человек, кандидат, подать на эту программу? Или же прям надо обязательно, чтобы человек жил в Кыргызстане уже как 2 года после миграции? А вы когда были во Франции? Получается, постоянное место жительства — это Франция, так как там, ну вот, работаю, Нет, имеется в и виду, это... сюда, Ага. да, и как бы на следующий год есть уже конкретные цели приехать сюда навсегда в Кыргызстан и как бы по плану запустить свой маленький бизнес. Я могу, допустим, подать и, если я пройду, участвовать онлайн на расстоянии с Францией, пройти программу акселерационную и идеи уже на практике внедрить в следующем году летом. Здесь будет, видите, стоять момент, то, что когда мы будем вас обучать, то есть это будет 17 сентября, у вас должна быть сама модель бизнеса, то есть вы должны уже реализовывать здесь, в Кыргызстане. То есть нам очень важно, чтобы человек делал результат во время курса. И тут у меня будет стоять вопрос, у вас какой будет вид бизнеса? Если его можно сделать онлайн, да, то есть, сказать, там, можно там, с помощью онлайн, там, сказать, и у вас тут есть люди, которые вам будут помогать, еще можно обсудить, да, то есть, сказать. Но если у вас нет возможности там, именно, сказать, ваши бизнес-идеи продавать и реализовывать здесь, в Кыргызстане, то это будет намного сложнее, потому что мы тогда не увидим свою эффективность по отношению к вам. То есть нам хочется, даже можно сказать, нам важно, чтобы мы смогли увидеть свою эффективность по отношению к вам, чтобы вы свою бизнес-идею реализовали здесь, в Кыргызстане, открыли, да, его как-то там, вот, и смогли уже что-то продать. Если ваша бизнес-модель, она подразумевает, что вы сможете его здесь реализовать, мы еще можем с вами там обсудить, там, узнать еще более подробную информацию и потом уже принять решение. Вот, то есть... Так, Эльнура, я так понимаю, это вопрос был от вашей сестры, да? Которая хочет подать, Да, думает подать. это вопрос от Периште, моей сестры. Она уже заполнила анкету, и вот от нее такой вопрос. Она Хорошо. просто хотела сегодня участвовать, но не получилось участвовать в информационной сессии, и попросила меня задать вопрос вместо нее. Хорошо. А у нее есть то есть человек, можно сказать, там, как партнер, который может ей помогать. Здесь, Я думаю, Алло. да, есть. И у нее, кроме вот бизнес-идей, есть еще онлайн-бизнес-идея, именно онлайн-продаж. Окей. То есть, да, то есть вот получается, что во время участия самой программы уже нужно практически показывать результаты. Правильно же? Да, да. То есть после программы. Хорошо, понятно. Если у нее здесь есть партнеры, которые как бы ей помогут, да, как сказать, здесь реализовывать, то есть она может быть как бы вдали, да, то есть, как сказать, ну, во Франции, да, и у нее есть план здесь сюда приехать, нам просто очень важно, но здесь мы, походу, еще, кстати, мы с вами еще, кстати, обсудим, походу, тогда. Ок? Хорошо, спасибо. На отбор будут применяться такие критерии общие, поэтому там зависит от критериев тоже, да, насколько она правильно заполнит заявку и так далее. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Идем дальше. Тут вопрос Тимур Копчаков. Вы можете его озвучить здесь? Микрофон? Да, здравствуйте, здравствуйте всем. Меня зовут Тимур, я из США.
узнал о вас в рекламе в Инстаграме. Вот, хотел пройти курс. Ну, я вообще не знал про вас, ну, только-только начинаю, да, узнавать начальная информация. Хотел узнать, а могут ли участвовать в этом курсе, которые не мигранты, да, то есть я был в Москве до 2015 года, но в данное время я нахожусь в Казахстане, да, уже где-то 5 лет, да. Вот. Могут ли недавние мигранты, то есть ну, те, которые находятся в Казахстане, да? У нас по критериям могут проходить участие те участники, которые находятся в Кыргызстане не более 3 лет. Это я просто объясню по какой причине. Это вот именно те люди, которым нужна помощь именно придя сюда, в Кыргызстан. Им нужны знания, им нужна адаптация, связи нужны. Да? То есть, чтобы вот этот процесс пройти, мы им здесь очень сильно помогаем. Те люди, которые находятся здесь более 3 лет, их принято считать, что они уже научились быть здесь, адаптировались, у них как бы смогли как-то найти, да, как сказать, там, свое, как сказать, место, и им нужна уже, как сказать, другая помощь уже от других, да, как сказать, организаций. Вот, это как бы в целом так. А так, Тимур, если у вас есть знакомые, близкие, родственники, те, которые находятся здесь, в Бишкеке или там в Кыргызстане и были в заработках и находятся здесь в Бишкеке не более 3 лет, то да, они могут участвовать. Спасибо большое. Так, слово мы передаем Исламу Наматбаев. Ислам? Добрый день. Алло, ага. Слышно? Да, звук есть. Добрый день всем участникам. У меня вопрос по поводу вашего проекта. Перед этим одним из участников вы говорили, что проект должен быть, ну не должен быть, а проект должен в момент обучения работать. У меня есть, ну, желание работать именно в сельском хозяйстве. Это же не вот сегодня купить, продать, там кофейню открыть или еще что-то. Это идет очень большой срок, и вот как с этим быть? Я могу участвовать в вашем проекте, либо мне придется отказаться от этого? Нет, то есть вот те идеи, которые требуются, как сказать, там, определенный срок времени там, для реализации, да, то там, не знаю, там, разведение бычков, там, не знаю, то есть, или там, не знаю, там еще какие-то, да, там, виды бизнес-идей, где нужно время, да, то есть мы им как говорим, этим участникам, да, то есть ты молодец, что ты пошел в сферу и идею, где ты получаешь удовольствие, и на этом можно заработать, но она требует, там, как сказать, особых финансов и времени, да, так сказать. Мы говорим, давай мы возьмем пока ту идею, которая также находится по пути к ней, но ту, которую можно начать сейчас. Здесь и сейчас, да, как сказать. Там, не знаю, допустим, там возьмем ту же самую идею там, по разведению, кстати, бычков. То есть, чтобы там бычок, там, кстати, там, его можно было продавать, он должен там, кстати, вырасти, да, то есть он должен там, его должен там, прокормить, да, то есть там есть определенное, кстати, время. И мы говорим, что окей, ты пока сейчас этим не можешь заниматься, давай тогда мы займемся чем-то по пути. И там вот, у людей там были такие идеи, как там кормы для бычков, то есть продавать другим фермерам, там, не знаю, лекарства для бычков, да, как сказать, ну, всякие так, разные вещи, которые... Понятно, сопутствующие, да? Да, то есть попутный бизнес. Просто очень важно этим людям не останавливаться и уже что-то начать.
они могут всю жизнь там ждать, планировать и все такое. И нам важно вот этих людей, те, которые там, для их основного, да, то есть, кстати, основной идеи требуется, кстати, времени и финансов. Мы говорим, там, человек, ты там возьми тот вид бизнеса, который поможет тебе прийти к твоему основному идее. И опираясь как бы на ваш запрос, мы будем с вами искать ту идею, которая поможет вам здесь и сейчас уже, кстати, его реализовывать. У нас были люди, те, которые, у них не было ни финансов и ни идей, но у них было огромное желание вообще, кстати, реализоваться именно в сфере, кстати, бизнеса. И мы прям сидели и обдумали, как находить, что делать, там, от чего получают удовольствие, от чего, то есть как это можно на этом работать. И путем вот таких общений, коммуникаций с участниками мы там решали вот именно вот такие, кстати, насущные вопросы. Хорошо, я вас услышал. Спасибо большое. Ну, надеюсь, что я пройду отборочный тур и буду участвовать в вашем проекте. Все хорошо. Ага, ладно. Гульмира Умиталиева, вам слово. Да, здравствуйте. Я вот поздно зашла. Я не в понятии вначале не услышала ваши критерии, но я приехала с Москвы 2 недели назад. Ага. У меня свой бизнес, швейный цех. Ага. Тебе ложку Отлично. принеси, почти, что По какой причине вы хотите пройти этот курс? Ну, мне надо будет просто продолжить этот бизнес. У меня маленький цех, я хотела расширить его. Расширить, да? Окей. Да, у меня там Все, я уберу. помещение маленькое. Сейчас я унесу все. Раньше я с этими саидами, с проектами работала до Москвы. Ну, так получилось, что я попала там на пандемию, в общем, смогла приехать, вот только приехала. Отлично. Мне вот надо теперь развить ее. Ну, по критериям, пока вы подходите, то есть вы как минимум из тех людей, кто приехал в Кыргызстан именно в момент пандемии, то есть по критериям вы подходите. По отбору, если вы заполнили заявку, то мы вам скоро позвоним. И с вами мы пообщаемся, узнаем о вас подробнее и ответим на ваши вопросы. И там мы вам уже сообщим уже. Мира, а вы это уже... Там у вас звук что-то там. Вы там оставили, да, кстати? Заявку? Нет, я заявку не давала, я по электронной почте делала, потому что когда я была в Москве перед отъездом, все это существовало. Но вот телефон вы мне бы знали, просто мне так получилось, что я не дома, просто на рынке оказалась. Мне ничего не слышно, в общем, тяжеловато мне. Вот телефон бы дали бы, который можно было с Бишкека позвонить. Мы вам всем... А у вас телефон выходит непонятно. Мы вам всем напишем и позвоним. Ок? Ага. Все хорошо, ладно. Так, Айджан Абдулдаева. Айджан Абдулдаева, вам слово. Да. Добрый день. Угу. Прошу прощения, я только подключилась, была на встрече и не знала, что сегодня будет созвон. Вот. А можно будет вопрос? То есть на данный момент мы рассказываем о текущем, да, своих планах или... Нет, мы... Сейчас вы можете сказать, откуда вы пришли и по какой причине вы хотите записаться на сам курс. Ага, все, теперь понятно. Спасибо большое, что повторили. Я, получается, я весь прошлый год, жила практически в Казахстане, в Алмате.
Вот. У меня сфера была информационных технологий. Вот. И ну, был определенный проект вот с компанией, с IT-компанией, там поставка оборудования плюс поставка программного обеспечения, да, именно в корпоративном секторе. Вот. Но в связи с тем, что вот в январе я должна была, ну, там, дальнейшее вот развиваться уже, уехать, я была в Бишкек, приехала, я опять собиралась уезжать в Алмату, ну, и тут пандемия, границы все закрылись, и данный проект тоже, получается, свернулся, и как бы на этом все закрылось. И то есть с февраля месяца я как бы, ну, я не знала, куда идти там работать, я последние 6 лет была очень сильно там занята вот этой компанией, да, именно IT, но они развивались не здесь, в Кыргызстане, вот, но вот были планы развития именно в Казахстане, и поэтому прошлый весь год я была там. Вот. Ну и я увидела, вообще я сейчас все, что касается часто именно бизнеса, открытия своего дела, вот именно участвовать в программах предприниматель, я вот сейчас все это изучаю постоянно. И как бы увидела вот про вас, что сейчас проводится такой отбор, ну, мне, конечно, очень интересно было. Вот. Отлично. Отлично, отлично. А у вас есть сейчас какие-нибудь касается идеи, которые бы вы хотели бы здесь реализовать? Реализовать? Да, но первично у меня есть идея, что, учитывая, что я работала, да, вот именно в сфере бизнеса со средним и с корпоративным, я бы хотела, ну, у меня есть частично еще образование, я финансист, что многие бизнесмены, ну, в этой части очень, ну, как бы очень плавают, да, очень часто ведут, да, там свою, скажем, ну, не то чтобы, не только бухгалтерия, а именно финансовую часть, очень сложно многим дается. Вот. Я хотела именно сферу консалта в данном отношении, да, немножко развить. Второе, у меня есть еще такой вот момент, что по части именно продаж очень сложно у людей идет именно само понимание, да, что такое продажи и как вообще этим заниматься. И плюс очень много сфер, они, ну, не автоматизированы, да, ну, то есть люди, это сложно дается, потому что, ну, информации практически нет. Учитывая, что с чем я работала, с какими компаниями и вот опыт всего этого, я вот хотела этот весь опыт свой применить и, ну, вот помогать малому и среднему бизнесу, да. Я не знаю, ну, как бы я примерно смотрела вот компании, которые, да, вот на рынке, как именно в консалте предоставляют услуги. Чаще всего это либо бухгалтерские, либо юридические. Золотой середины в этом отношении нет. И если только вот, да, такие, как вот предприниматели и другие, да, там сообщества, где помогают, обучают, да, предпринимателей. Но мне кажется, одно дело, когда ты обучаешь, а другое дело, когда ты вживую приходишь в компанию и помогаешь этому владельцу, да, там, в тех или иных вопросах, или там элементарно дать те самые шаблоны, да, там, Excel формата, как лучше рассчитать там свою финансовую состоятельность или нет. То есть этих вещей нету. И бизнесмен должен думать о том, что как развивать свой бизнес, либо он должен думать, как там составить себе таблицу, да, там, что правильно считать там финансы свои, ну, например. Вот. И вот я хотела вот начать какой-то, ну, с такой позиции. Я как бы... Все? Отлично. Все. Я вас услышал, как бы она, ну, сама идея, да, она очень востребована, на самом деле, кстати, мы сами тоже, кстати, эту идею пропагандируем, как бы, для масс, но очень многие малые и средние бизнесы, они зачастую думают, что у них проблема не в этом, то есть их нужно заново обучать, то, что у вас проблема в автоматизации, в цифрах, все такое, то есть эта проблема, она есть, но для многих малых бизнесов их нужно вот прям надо прийти и показать. Ну да. Да, многим просто они как бы ну, они просто по незнанию, они не знают, что им это необходимо. Учитывая просто мою специфику, я сама очень, я как служба безопасности, да, грубо говоря, я очень хорошо, ну, по интуитивно я выявляю вот эти вот факторы риска, где вот именно бизнес начинает поедать, да, то есть, грубо говоря, узкие горла. И, ну,
почему-то я умею это устранять. Ну и плюс вот имея свои навыки. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что у меня не хватает где-то образования, ну, возможно, там именно такого, да. Поэтому я и хотела участвовать, может быть, научиться чему-то новому тоже. Отлично. То есть, как бы вот и сам курс, он изначально как бы был выстроен на то, чтобы для начинающих предпринимателей, вот таких, как бы, да, пошагово именно вот, так сказать, самые базовые элементы закрыть, а потом уже они могли уже дальше, кстати, развиваться именно по своей стратегии. Окей. Да. Адиан, я вас услышал. Я хочу, то есть мы вам еще раз отправим форму заполнения для заявок. Мы вам обязательно позвоним. Мы обязательно с вами пообщаемся на интервью. И если там будет все хорошо, то мы уже с вами можем уже увидеться на обучении. Вам спасибо. Спасибо. Так, дальше у нас остался, походу, если не ошибаюсь, последний человек, Алтын Ашмалиев. Всех мы, походу, уже услышали. Если я кого-то не услышал, то вы можете мне написать, и мы вас... Да, там в чате был один вопрос от Ислана, да? Вы уже на него ответили, да? Ислам... Да, я на него уже, кстати, ответил. Он сам вышел на эфир, он задал ему вопрос в сфере хозяйства, и ответ он получил. Так, у нас остался Алтын Ашмалиев и так, Назгуль, это, походу, человек наш, да, если я не ошибаюсь? Да, это пик, да. Да. Так, вот, Алтын? Алло, Алтын? Звук есть, вы можете говорить. Видимо, что-то со связью, потому что микрофон открыт, но звук не проходит. Да, походу. Он до этого тоже, кстати, особо тоже на связь не выходил. Ну окей, мы по факту, как сказать, ответили на все вопросы. Те были вопросы и специфичные. Алтын может нам написать в чат. Мы можем там тоже ответить, если у него есть вопросы. Есть человек у нас, Нургуля Абдурасулова. Тоже, да, то есть она вышла по ходу. Так, вот, то есть в целом, если касается все отрезюмировать, весь наш инфосессию, мы сегодня обсудили о чем? Мы сегодня поговорили об организации ПИК. Вы сами услышали, что данная организация вам поможет во всех ваших вопросах, связанных по обучению, по консалтингу, где вы можете прийти в их офис, написать по номеру, либо зайти на сайт и узнать еще, кстати, больше информации о тех, именно, как сказать, инструментах и инновациях, которые вам будут в будущем полезны. Вы узнали о проекте «Ишкер Мигрант», услышали, что там у нас были участники, которые были свои кейсы. Они живые люди, то есть, которые тоже, как и вы, приехали из рубежа, из миграции, смогли себя здесь реализовать, и по программе «Ишкер Мигрант». Также вы услышали про саму программу, про его критерии. Она полностью подходит тем людям, которые хотят открыть свой бизнес. Даже если у вас нет идеи, раз, у вас есть идея, но вы не знаете, как его запустить, два, если вы уже свой бизнес запустили, но у вас не получается его хорошо, так сказать, развить, вы находитесь на базовом уровне, и могут пройти только те люди, не только они, но еще у нас есть критерии, которые связаны по Ишкер Мигрант. Это те люди, которые были в трудовой миграции за рубежом, и они приехали обратно в Кыргызстан, которые находятся здесь не более 3 лет.
С нами в связи вышла тоже одна из наших участниц, Нургуля. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Хорошо, спасибо. Вот, я вот вкратце резюмировал все, что, о чем было. Вы сейчас, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. А пока я хочу, чтобы вы ответили на наши вопросы. Это вопрос, откуда вы пришли из миграции и по какой причине вы хотите записаться на наши курсы. Я из миграции, получается, из Москвы я приехала, правда, уже 5 лет назад. Вот. И как бы, и у меня вопрос тоже вот, могу ли я участвовать, так как бы уже срок, да, у меня дольше, 5 лет. Там у вас 3 года, да, по-моему, идет. Вот. Мы уже в Кыргызстане 5 лет, и у нас свое дело здесь. Мы уже 2 года как своим делом занимаемся. И хотелось бы у вас обучиться и дальше развиваться, и постоянно вот участвовать. Вот так вот. Ну, у нас по критериям до 3 лет, я опять-таки объясню, то есть, это вот именно те люди, которые, как вам объяснить, вы можете прийти в офис ПИК, то есть вам изначально, кстати, вышлют все номера и обращаться именно по своим вопросам. То есть, кстати, по вопросам, кстати, именно, кстати, вашим, по бизнесу. Они могут вам тоже помочь. То есть по другим программам. То есть у ПИКа есть еще другие программы, на которые они могут вас туда включить, если вы там пройдете. Но по проекту Ишкер Мигрант у нас есть критерий до 3 лет. То есть мы вас сейчас не отпускаем, мы вам не говорим, что нет, да, кстати. Мы говорим то, что вы можете получить еще, кстати, больше информации по другим программам, вам напишут, позвонят и еще раз проконсультируют. Ок? Да, у нас для вас есть другие программы, которых наиболее будут вам отвечать вашим требованиям, да, как раз. Вы тогда подайте заявку, зарегистрируйтесь у нас все равно, мы вам другую программу предложим, она вот как раз для тех организаций, которые уже имеют свое дело и уже ведут свой бизнес, да, в Кыргызстане. Я думаю, они будут даже полезнее. Так, Зарина. Да. У вас звук открыт. Окей, значит, мы будем сейчас с вами общаться. Я думаю, это будет человек, последний будет человек по связью, и ответим на вопросы по чату, и по ходу мы можем уже на этом уже закрывать уже. Да, Зарина? Да, я вас слушаю. Извините, пожалуйста. У нас к вам есть базовые вопросы. Откуда вы пришли и для чего вы хотите записаться на наши курсы? Откуда я пришла, это в смысле, откуда я о вас узнала, да? Из миграции, имею в виду, кстати. То есть вы именно где были трудовой миграции? Ой, я же... Извините, пожалуйста, я вам первая ответила, просто я с другого устройства сейчас зашла, потому что у меня на Все. Тогда мы ваш звук отключаем. Тогда мы с вами уже познакомились, и мы вас уже знаем. Окей, тогда я буду переходить на вопросы в чате. Вопрос задает Асель Кармшакова. Сколько длится обучение и нужно ли приезжать в Бишкек? Обучение длится 6 недель. В неделю мы будем с вами встречаться официально 3 раза. 1 раз по воскресеньям это будут основные уроки. По четвергам это будут дополнительные уроки от гостевых бизнес-спикеров. И по вторникам мы будем
проводить с вами именно те встречи, где у вас есть ваши личные вопросы по вашему личному бизнесу. Вот. Ответ на вопрос 2, нужно ли приезжать в Бишкек, все это будет онлайн, то есть вне зависимости, где вы там будете, там в Бишкеке, в Аше, в Баткене, в Нарине, это не имеет значения. Самое главное, имеет значение, чтобы у вас был хороший интернет и хорошее устройство для того, чтобы вы могли нас слушать, смотреть и обучаться, и задавать вопросы. Вопрос от Тимур Кыпчаков. И еще, могу ли я совместно участвовать в обучении с партнером, который был недавно в Российской Федерации? Спасибо. Да, вы можете, то есть, пусть ваш друг, партнер заполнит нашу заявку, мы ему позвоним, напишем, сделаем с ним интервью. Если все будет хорошо, и с вами то же самое, да, то вы можете оба участвовать с нами на обучении. Вопрос так, от Алтын Ашмалиев. Есть ли возможность привлечения средств через исламские принципы финансирования? Таких организаций у нас вообще в Кыргызстане не так много, то есть, но мы сами, что ПИК, что мы как предприниматели не занимаемся финансированием, но у нас есть люди, инвесторы, которые могут вас профинансировать в качестве инвестора, который, конечно же, вы можете с ним договориться, на каких условиях и по каким принципам. Вот, то есть, в принципе, на все ваши вопросы мы ответили. Данияр, можно мне добавить, пожалуйста? Да, конечно. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Кирилл Султанбаева, я являюсь страновым директором. По поводу вопроса финансирования. После окончания обучения мы проведем демонстрационный день. То есть на демонстрационном дне... Ой, подождите, Данияр, Искендер, поправьте меня. Мы будем делать демодень? Да. Все, тогда вот по демо-дню. Мы будем делать демонстрационный день, где вы расскажете, если у вас уже имеется бизнес или про свои идеи, да, и куда мы пригласим инвесторов. Инвесторов с Кыргызстана, по возможности мы будем приглашать всех возможных инвесторов. И если инвесторам понравится ваш продукт или чем вы занимаетесь, в этом случае инвесторы будут обращаться к нам с просьбой предоставить ваши контакты, да, и они напрямую с вами будут связываться, и вот такая возможность финансирования есть. Но инвестирование мы не предоставляем, ни предприниматель, ни ПИК Бишкека не дает инвестирование. Мы только готовим и обучаем стартапы и предпринимателей. Искендер, поправь меня, если я что-то неправильно сказала. Все верно, именно так будет проводиться демонстрационный день, и на нем инвесторы, заинтересовавшиеся, могут инвестировать, конечно. Все так и будет. Так, у нас, получается, у нее ЧП, да, случился, она не сможет участвовать, да, я так полагаю? Да, у ребенка этот... кипяток упал. И да, у нас должен был выступить, да, сейчас, ну, еще определенное время назад участник программы «Мигрант Ишкер», который уже прошел данную программу успешно и добился определенных успехов, да, это Джилдыз Осмонова, да. Но у нее произошел ЧП прямо вот накануне подключения, и она сейчас занята ребенком, обожгли кипятком ногу ребенку и попросила как бы, ну, она будет у нас гостевым лектором, наверное, на следующих наших мероприятиях, еще выступит, но сегодня вот так вот произошло, да? Форс-мажор. Тогда завершаем. Да, я все, в принципе, как сказать, я уже все сказал, все вопросы мы ответили, все, что есть, вот так, тут еще есть вопрос, последний вопрос, социальное предпринимательство входит ли как идея, если вы приносите пользу обществу и вы на этом зарабатываете, то да. Если вы на этом не зарабатываете, это не как бизнес-идея, никак не считается ни социальным и ни коммерческим предпринимательством. Самое главное, чтобы была прибыль, на котором вы получаете от
предоставления ценностей для общества. О, я все, кстати, мы все уже ответили. Мы все отправим заявки. Очень прошу, если у вас есть ваши знакомые и люди, которые также находились в миграции, им тоже вы можете, кстати, отправлять. У нас уже более 120 заявок уже есть. Но если у вас есть знакомые, то вы можете их тоже подключить. Вдруг они будут намного лучше, чем есть у нас сейчас. Я все. Благодарю, Данияр. Итак, сегодня у нас прошла вторая информационная сессия. Всего остается порядка 8 дней, 8 или даже, может быть, 9 дней остается до дедлайна. 11 сентября прием заявок будет остановлен, и до этого времени потихоньку будут начинаться уже интервью. Те, кто подал заявки, с ними у нас будут созвоны, мы будем заполнять дополнительную информацию, получать по критериям нашей программы, и потом будем потихоньку уже вести собеседование, то есть беседы в рамках интервью отборочного. Итак, вот 2-3 этапами мы отберем участников, поэтому ожидайте от нас звонков, писем в ближайшее время. Регистрируйтесь обязательно, ваших знакомых подключайте к регистрации. И еще раз напомню, дедлайн 11, поэтому, пожалуйста, успейте до 11. Будем рады вас всех видеть на интервью, а также в качестве участников нашей программы. Ну а если дальше будет успешная история и инвестор инвестирует в ваш бизнес, это будет вообще наша история успеха совместная с вами. Отлично, тогда позвольте на этом завершить сегодняшнюю информационную сессию. Мы сделаем видео, как можно более компактно попытаемся его отмонтировать и выложим в социальные сети. Вы можете также пересмотреть эту информационную сессию по каналу YouTube или на других наших аккаунтах в социальных сетях, где возможно проигрывать видео. Пожалуйста, отслеживайте нас, подписывайтесь на нас и до скорых встреч.